Абхазская осень радует жителей изобилием фруктов. В этом году на высокую урожайность в основном повлияло то, что насекомых-вредителей стало заметно меньше. На прилавках Сухумского рынка можно купить местные фрукты на любой вкус. Хурму, фейхоа, гранат, яблоки, груши, ранние сорта мандарин. Однако, по словам продавцов, покупательский спрос в этом году снизился. Мало идут фрукты в этом году, вот с карантином связано. Очень мало людей ходят или боятся, или что, я не знаю, но мы неделями продаем. А цены какие по сравнению с прошлым годом? Дешевле или дороже? Дешевле намного, но не идет кому продавать. Все приносят. Это мандарины наши, например. Яблочки наши бывают. Хурму тоже нашу привозят. Очень много. Скажите, например, почем приносят мандарины, Королев? Ну, если они 20 даже скажут, я рублей 5 добавляю, потому что жалко мне их, ничего не оставляю. Вот пакетик принесла, на что она возьмется с этого? Я все беру у них, жалею. Королев вот наш местный, посмотрите, какой красивый, не хуже, вот, чем с России привозят. Вот я у них беру по 30, по 40, рублей 10 добавлю, и я тоже копейку делаю. Так. А разбирают хорошо фрукты? Чуть слабовато, но что делать? Нам никогда ничего не хватает. По мнению первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопу, снижение покупательского спроса связано с уменьшением платежеспособности населения на фоне пандемии коронавируса. Покупательский спрос снизился из-за пандемии, из-за той ситуации, которая сегодня, так же как во всем мире и в Абхазии, мы не смогли это обойти. Это те ограничения, которые есть, те ограничения по линии торговли, производства, образования, всего, то, что есть. То есть это не могло не сказаться на том, что люди больше стараются тратить на лекарственные препараты или, может, поберечь какие-то средства, не тратить на какие-то роскоши, кроме первой необходимости. Мандариновый сезон в Абхазии пока не начался, однако уже вывезено 20 с лишним тонн ранних сортов цитрусовых. По прогнозам, сезон ожидается урожайным. Планируется экспортировать до 20 тысяч тонн цитрусовых. И самое главное, для предпринимателей снизятся затраты, связанные с перевозкой сельхозпродукции через государственную абхазо-российскую границу. Было совещание у премьер-министра с привлечением специалистов, с привлечением тех служб, которые находятся на границе, от кого зависит. Вот это и таможня, карантинная служба, госстандарт, и другие службы, пограничная служба. И вот достигнуто соглашение и с теми компаниями, юридическими лицами, которые занимаются перевозкой этой организации, брокерские конторы, которые оформляют документы, чтобы облегчить перевозку, вместе с ними соглашение довести до минимума стоимость за килограмм перевозки цитрусовых и всех других сельхозпродукций. Из-за тех пока непонятий с российской стороны до 8 рублей пока доходит, но с 1 ноября нам обещают это до 6, может быть до 7 рублей, но 6 рублей килограмм мандарин будет обходиться предпринимателю, который будет перевозить через брокерские конторы или другие организации. Закупочная цена на цитрусовые плоды в этом году пока не установлена, поэтому прием и продажа продукции осуществляются по договорной цене. При министерстве РУП Абхазплодекспорт он заключил несколько договоров с крестьянскими хозяйствами, и, возможно, он уже скоро начнет заготовку, и им будут сдавать. Но это время покажет, если они заинтересуют ценой, то есть крестьян. А так, конечно, крестьянин продает туда, где ему больше платят, и поэтому, если люди, покупатели приедут, и граница будет не особенно обременять, то цена будет хорошая здесь. Принятые руководством страны меры направлены на снижение затрат, связанных с вывозом цитрусовых и другой сельхозпродукции за пределы республики. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.